أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. Сегодняшняя наша тема это про грехов. Значит, что такое грех? Давай посмотрим сначала, потом причины, которые человек совершает грех, по какой причине. И, значит, каждая вещь, которая стала запретным, тоже по какой причине стала запретным. И последнее, значит, как греха. Самая важная часть нашей сегодняшней темы – это как избегать греха. Мы знаем, что иногда совершаем грехов после этого покаяния. И лучше бы, есть аят в Коране, если человек вспоминает эти аяты, то, иншаллах, у него есть вера, да, иншаллах, он может что-то избегать грехов, не совершать грехов. Что такое грех? Грех – это один из последствий греха – это чернота в сердце и темнота в могиле. Баракат не будет у грешника. Значит, не будет у грешника. Аллах Субхану ва Тааля отнимает нур из лица грешника. Люди ненавидят грешника. Никто не может терпеть притеснителя, тирана. Тот, кто делает зина, риба и так далее. Но кто ждет? Аллах Субхану ва Тааля ждет, терпит и ждет, что этот раб покаялся, тавба делал и возвращался к Аллаху Субхану ва Тааля. Значит, только Аллах мог терпеть. Каждый грешник совершает грех по одной из трех причин. Каждый грешник совершает грех по одной из трех причин. Каждый грешник совершает грех по одной из трех причин.
Бисмилля. Каждый грешник совершает грех по одной из трех причин. Первое – из-за высокомерия. Такого. Кто-то, значит, совершает грех из-за высокомерия. Значит, это самый страшный из этих. Это как мы знаем, шайтан, да, из-за высокомерия ослушался и стал наихудшим творением Аллаха. Второй – из-за невежества, джахля, незнания. Человек не знал, совершал грехи, потом узнали того дела. Это более тогда нормально. А третий – из-за слабости веры. Человек, мусульманин, совершает все обряды, но из-за слабости веры, что из-за слабости имана иногда ошибается, потом делает покаяние. Значит, каждая вещь стала запретным по одной из трех причин тоже. Или какой-то запрет, есть все эти три причины. Первый – это даровый вред. Значит, каждая вещь стала запретным по причине вреда. Или второй по причине нечисть, наджас. Или третий по причине испорченности. Значит, если спрашивать вам, почему Аллах Субхану запретил того и этого, у вас должен быть такой ответ. Значит, или есть вреда, или, значит, является нечистым, или является испорченностью, испортит общество. В некоторых грехах есть все эти три вида. Например, в хамр, алкоголь, да, есть все эти три вида. Как избегать греха, иншаллах, следующий. По теме Аллах Субхану Аллах обещает в Коране, иншаллах, сейчас аят прочитаем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. Аллах Субхану сказал, если же вы будете избегать больших грехов, которые вам запрещены, то мы простим ваши мелкие прегрешения и введем вас через врата благословения. Имеется в виду рай. Здесь Аллах Субхану в этом аяте обещает рай тем, кто избегает больших грехов и простит маленькие прегрешения. Теперь мы должны думать, что какие большие грехи, такой большой грех, который часто совершают мусульмане. Как думаете? Который вот этот грех приводится в книге 76 больших грехов, да, имам Захари. Есть один грех, который можно сказать, что каждый из нас это совершал. Это, как Хазрат сказал, гайбат. Да? Гайбат, вот это грех, который большинство из нас это совершает. Некоторые считают, что это даже небольшой грех, да? Некоторые говорят, что это как ибрат, я сказал, чтобы стали ибратом для других, да? Оправдают себя. Но знают, что это является большим грехом, да? Который часто мусульмане совершают. Это гайбат, да? Часто, который мусульмане совершают. Тогда смотрите, Аллах Субхану что обещал? Обещал, что если кто избегает больших грехов, то что Аллах Субхану ведет этого человека, значит, в рай и будет простить его прегрешение. Теперь мы начинаем думать, как избегать вот этого греха. Каким образом, чтобы вот это, чтобы у нас был
к этому, к гайбату, да, негативно, чтобы мы ненавидели это, да, каким образом, чтобы это не было сладким, да, некоторые делают гайбат не наслаждаются. Ага. Первое, то, что мы должны вспоминать, что Аллах Субхану ва Тааля сравнил гайбат, значит, с мясом мертвого своего брата, да? Когда человек делает гайбат, как будто он кушает мясо, значит, мертвого своего брата. Такой, да, когда вспоминаем это, как сказать, противно, да, когда об этом думаем, противно. Поэтому надо вспоминать это. Есть еще другие аяты, которые вот при совершении любых греха, если человек вспоминает этих аят, то, иншаллах, могут избегать грехов. Первый из этих аятов أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى. Большинство из нас это сура наизусть знает, это сура Алак, 14 аят. Сура Алак, 14 аят, Аллах Субхану ва Тааля что говорит? Разве он не знает, что Аллах видит? Разве ты, о грешник, не знал, когда совершаешь грехов, Аллах что? Тебя видит. Если часто вспоминаем это аят, вот хотели совершать какой грех, и вспоминаем, разве я не знаю, что Аллах, да, сейчас прямо видит меня? То что можно избегать. Второй аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان. Сура Ар-Рахман, 46 аят. 46 аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит, а тому, кто боялся представить, неужели стоит продать вот эти два рая, значит, сад в раю, продаст за грехов этого мира, который вкус вот этого греха, да, будет минут или 2 минуты, не больше, так? Когда человек совершает грехов, например, кушает свинину или что, или алкоголь, вот этот вкус греха, что минуты или не больше, неужели ты, о человек, продашь свою, значит, будущее и постоянство, да, в ахирате? Мы знаем, что в рай будем постоянно. Неужели ты продашь, значит, 2 сада, райских сад, из-за, значит, вкуса вот этого греха, который в этом мире не продолжается больше минуты или 2 минуты? Поэтому каждый раз, если человек вспоминает это аят, да, что у меня есть 2 райских сада, я должен сохранить этих, да, надо избегать грехов. Если кто вспоминает это аят, иншаллах, что это помогает человеку, чтобы избегать грехов. А третий аят, Аллах Субхану ва Тааля сказал, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Аллах Субхану ва Тааля сказал, тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения. Тому, кто боится Аллаха, что Аллах создает выход из положения. Вот положение, которое попал человек, хочет делать, да, грех. Если он боится Аллаха, не совершает, то Аллах Субхану ва Тааля что? Будет создать, да, чтобы он вышел из этого положения. И Ибн Аббас, радийаллаху анху, один из известных муфассиров, комментируя это аят, говорит,
спасет его от любого бедствия в этом и в следующей жизни. Не только, да, и в следующем жизни тоже имеется в виду. А теперь скажите, стоит ли, значит, грешить, разве можно продать, да, свой ахират, значит, за эти грехи? Конечно, нет, да? И вот эти 3 ая для, так скажем, для простого, таких средних мусульман, у которых есть вера, которые, да, поклоняются Аллаху, который, значит, совершает все фараизы. А если у вас, значит, непослушный нафс, да, значит, непослушный нафс, и такой, значит, то для этого можно добавить 4 ая. Это 3 ая хватает для нормального человека, мусульманина. Если у вас такой непослушный нафс, да, который ослушает, всегда совершаете грехов, потом покаетесь, еще совершаете, то другая аят, 4 аят можно включить. Но вот здесь что? Устрашение аят. Устрашает Расулан 4. Бисмиллах, читаем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت. Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте говорит, ни один человек не знает, в какой земле он умирает. В какой земле и когда он умирает. Можно во время совершения грехов, что человек умирает. Да? Потому что не знаем же, когда. Может. Поэтому представьте, как человек грешный во время совершения грехов, если умер, как будет, да, предстать перед Аллахом, что будет он ответить. Поэтому надо вспоминать вот эти аяты, иншаллах, помогает человеку, чтобы избегать грехов. Последний, значит, привожу один рассказ из жизни ученых. Один человек пришел к Ибрахим ибн Адхам и сказал: я не могу контролировать себя. Я не могу контролировать себя. Пожалуйста, дай мне что-нибудь, чтобы помогло бы мне справиться с этим, что спасло бы мое сердце. И Ибрахим бин Адхам сказал ему: когда хочешь ослушаться Аллаха, не ешь ничего из удела, который наделил Он. Когда хочешь ослушаться, тогда не кушай то, что Аллах Субхану говорит тебе. Он что говорит? Говорит, что так невозможно говорить. Значит, что я буду есть? Значит, да, все на земле, это же от Аллаха. То, что есть на земле, то, что мы кушаем, это же от Аллаха. Тогда Ибрахим говорит, что а разве правильно есть то, что наделил Он, и при этом послушаться Его? Значит, кушать то, что Аллах нам дал, и послушаться. Разве это правильно? Он говорит, что нет. Дальше второй Ибрахим бин Адхам говорит: если хочешь ослушаться Его, то покинь Его владение. Если хочешь совершать грехи, сначала покинь Его владение, потом совершай грехов. Он что говорит? Это невозможно, это еще сложнее, потому что все, то, что, да, это все владения Аллаха находятся. Так невозможно никак. Тогда Ибрахим бин Адхам говорит: разве правильно есть то, что Он тебе дал, и жить на Его земле, да, при этом что ослушаться Его? Он говорит, что нет. На третьем Ибрахим бин Адхам говорит: когда хочешь ослушаться Его, найти такое место, где бы Он не увидел тебя. Он начинает говорить, что это невозможно, никак это, да, где бы ни был, значит, Аллах Субхану увидит. Потому что человек был мусульманином, да, таким, значит, ну, иногда совершал грехов, поэтому он говорит, так невозможно, говорит, где бы ни отправился, Аллах Субхану увидит, где бы, да. И Ибрахим бин Адхам
говорит, что так разве правильно, тогда, значит, кушаешь, живешь, да, на этом земле, и хочешь что совершать грехов, он говорит, что нет, значит, это неправильно. Дальше Ибрахим бин Адхам тоже вот на последствия приводит страшнее, как мы привели, страшнее аят был, да? Здесь тоже это, значит, слова Ибрахим бин Адхам тоже связаны с этим аятом. Значит, смотрите, что он говорит. Когда ангел смерти придет забирать твою душу, значит, скажи ему, дай мне отсрочку, чтобы я смог покаяться и совершать благие дела. И он, этот человек говорит, он не примет мое просьбу никогда. Пришел, значит, время забирать все. Да? Даже у пророков забирают, когда время заканчивается. Поэтому это невозможно. И на пятом Ибрахим бин Адхам говорит, что когда к тебе придет ангелы ада, ангелы Забани, когда придет к тебе ангелы ада в судный день, чтобы забрать тебя в огонь, то что не иди с ними. Это говорит, что человек так невозможно. Говорит, да, это невозможно так делать. Он говорит, что они не оставляют меня. Это невозможно. Тогда Ибрахим говорит ему, тогда как ты можешь надеяться на спасение? Больше нету, да, на спасение нету. Достаточно, вот этот человек говорит, что достаточно, да, Ибрахим, достаточно, хватает вот это все. И этот человек, значит, говорит, что я прошу прощения Аллаха, что, да, совершал грехов, и буду обращаться к нему постоянно. Значит, это был рассказ из жизни ученых. Иншаллах, чтобы вот это, то, что мы сказали, аят, и это рассказ, что стал, значит, преградой для нас, чтобы мы не совершали грехов, да. На этом мы заканчиваем. Плюс Аллах даст, что мы практиковали, это аят и хадисы, и стали одним из счастливых рабов Аллаха в этом мире и в ахирате. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا اللهم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته